годы народы замыкались в своих обычаях и традициях, давно уже канули в лету. Так и Сабантуй, который некогда проводился локально, сегодня расширяет границы своих возможностей. Сегодня это праздник уже не одной деревни, одного региона, а праздник всей страны. Хотя само понятие «федеральный Сабантуй» образовалось довольно-таки недавно. С 2001 года в России стали праздновать федеральные Сабантуи. А всероссийский сельский Сабантуй впервые отметили в 2010 году в Самарской области. Сегодня же мы этот праздник отмечаем в Муслюмово. – 30 тысяч человек. Впервые на Муслюмовской земле такое количество гостей. Потому от хозяев торжества требовалась особая подготовка к мероприятию особого уровня. Территория почти в 300 гектаров. Место бывшей поселковой свалки, которую рекультивировали и привели в порядок буквально за год. Для жителей теперь что райский уголок. Чтобы увидеть весь новый благоустроенный парк Муслюмова, нужно пройти как минимум 5 километров пешком. Именно здесь и раскинулся Сабантуевский Майдан с многочисленными концертными площадками и шумным татарским базаром. Откуда вы приехали? Мы приехали из Тюменской области и привезли продукцию нашего производства из города Ялуторовска. Что вы возрождаете? Какие традиции? Мы вообще первые, кто за территорией Урала начал возрождать промысел по пошиву, производству традиционных татарских тюбетеек. Мы по роду работаем, мы путешествуем, мы ездим в деревни татарские, сибирско-татарские в Тюменской области. И мы каждый раз мы понимаем, что мы попали к татарам. Вот, потому что вот этот дух, тепло, уют, гостеприимство, хлебосольность, это все всегда есть. Всероссийский сельский Сабантуй собрал гостей из 40 регионов России. Для многих из них это веселый, беззаботный праздник еще из детства. Многие татарские общины по всей стране у себя на родине стараются сохранять эти традиции своего народа. А эта встреча словно воссоединение большой татарской семьи. Я просто бывал в Сабантуях в молодости, сам организовывал эти Сабантуи лет, наверное, где-то около 40 тому назад. Но такого внимательно, достойного Сабантуя еще не было. Көп кешеләрне күрдек монда. Якташларына, милләттәшләрне, Омск татарларын, Челәбе татарлары белән, Архангель татарлары белән табып бардык. Үзебезгә аларга Сабантуй аркасында дуслар таптык. Монда бит ничегәйме Сабантуй аласы берләштерә. Безнең татарларны как раз менә Сабантуй Татарстанда күмәккә җыештырып, бер-берне дуслаштыра, бер-берне элемтәгә кертә. Пример для России – Татарстан. Все, спасибо большое, Рахмет. Я очень горд за Татарстан и то, что я рожденный Муслюмов, и мы можем показать то, что... Мы искренне приветствуем вас в Республике Татарстан с пожеланиями красивого, хорошего Сабантуя, запоминающего. Как вы видите, вот Муслюмовский район, хоть и на окраине республики, но достойно подготовился к этому Сабантую. Большое спасибо организаторам, большое спасибо нашим гостям. Хорошего, красивого Сабантуя. Дорогие друзья, позвольте вас поприветствовать от имени Республики Башкортостан, от имени главы Республики Башкортостан Радифа Ильича Хабирова, пожелать всем крепкого здоровья, хорошего урожая нашим аграриям, несмотря на невыносимые условия этого сезона. И позвольте также от имени Всемирного Курултая Башкир выразить признательность своим коллегам Всемирному конгрессу татар за ту большую работу, которую мы, как две общественные организации, ведем по сохранению наших традиций, наших языков, по сохранению всего, что делает нас народом Российской Федерации. Сабантуй действительно уникальное культурное явление. Ну, во-первых, его проводят на каждой исторической территории компактного проживания народа. Во-вторых, как минимум 9 столетий, и это только доказанный факт, татарский народ ведет эту трансляцию обычаев от предков к своим потомкам. И главное, во все времена суть праздника оставалась неизменной. Это торжество, связанное с окончанием полевых работ крестьян-землепашцев, оседлого народа, татар.
который, к примеру, вот в Муслюмовском районе на берегу Ик первые крупные поселения образовал еще как минимум 300 лет тому назад. Муслюмов где-то ориентировочно 1680 годы уже точно было. Но документально мы могли подтвердить именно археологически, именно монетами 1714-17 года. И источники это есть. Она подтверждается. Поэтому обычно то, что дают источники, можно углубиться лет на 50. Это нормальное явление. Даже скачки фактически это показатель мужской силы. Имеет некоторые аспекты, связанные с оплодотворением могущей мужской силой. И поэтому этот праздник фактически существует только у оседлых народов. Они есть у всех соседних народов, у чувашей, у марийцев, у удмуртов. Но они по-другому называются, но смысл такой же. Поэтому у кочевников такого праздника никогда не было. Такую борьбу верхом на лошадях, на поясах, откровенно говоря, мы увидели впервые. Хотя, по словам Фарита Набиуллина, фермера из Лениногорска, который занимается возрождением вот этих невысоких, хорошо сложенных, белогривых лошадей татарской породы, борьба аудараш была очень популярной раньше на Сабантуях. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Настоящий жигет должен скинуть с седла своего соперника, и кто первый заденет землю, тот проиграл бой. Һәрбір ауылдан ең теге таза егет, ең көчле, ең батыр сайланып, теге көрәшеп инде чыккач, үз авылдан шул егетне чыгарып, иңнәреннән шул авыллардан җыелып, кем чын батыр булып күрсәтергә тырышканнар. Внимание! Призоргана открывает праздник на Муслюмовском Сабантуе. Ну и какой Сабантуй без скачек? Ближе к полудню гости потянулись к главному стадиону, который под топот копыт вмиг оживился гомоном и гоготанием болельщиков. Ведь на кону главный приз президента Республики Татарстан. Скачу так давно уже. За этот год уже я выиграл вторую машину на одной лошади. На одной и той же лошади? Да, следующий на 30 августа в Казани. Для кого-то этот день вот уж действительно удался. И этот Сабантуй 1 раз увидела и 100 раз услышала и вся многомиллионная аудитория телеканала «Татарстан. Новый век». Телевизионная бригада вела прямую телетрансляцию с праздника, который проходил за сотни километров от Казани, в небольшом поселке Муслюмово, о гостеприимстве которого теперь знает вся большая страна. Ильзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней.